Испокон веков народ верил, что у хана Петров день обладает чудодейственной силой. Ее готовили по особому рецепту и угощали всех без исключения. Пойманная ранним утром рыбка становилась главным блюдом праздничного торжества – балак шулпасы. Рыбный суп или бульон, называют его сами кряшины. В селе Бахта Чистопольского района эта традиция жива до сих пор. Потому мастер-класс по приготовлению праздничной ухи местные жители решили устроить для всех. Ел сайын балыкчылар ярышы да бик матур ите. Алар үзләре тоткан балыкларны күтәреп, Петрау үткән мәйданга алып килеп, барлык авылдашлар килгән кунаклар алдында балык иң күп балык тоткан балыкчыны билгеләү үтә. Петрау в череде праздников и народов Поволжья занимает особое место. По сути, он воплотил в себе многие черты сельских обрядовых народных гуляний. На Петрау водили хороводы и пели песни, как на каравоне, красили яйца, как на Пасху, устраивали игры, как на Сабантуе. Но есть отличительная черта у Петрау – четкая неизменная дата. Именно 12 июля, как верили кряшины, лето делится на две части и неумолимо начинает катиться к своему закату. Это своеобразная граница между тем, что было, и тем, что будет. После Петрау уже нужно готовиться к зиме, успеть собрать урожай и провести свадьбу. У народа сохранилась даже такая поговорка: на Петрау невест выбирают, на Покров свадьбу справляют. Крадут девушку, и потом уже в доме, получается, мальчика, поют эту песню. Девушка поет, а рядом подруга сидит, а девушка должна плакать обязательно. Поэтому и называется «Калжелато». На Петрау ежегодно молодые ребята, в основном не замужние, не женатые, собирали букеты цветов, и ночью уже, когда все спят, никто не видит, клали цветы под дверь. И когда утром люди выходили и видели цветочки под дверью, и целый год хранили, сушили цветы, эти букетики, и хранили целый год. А что это означало? Это означало, что в семье будет благополучие, достаток, и мир, и спокойствие. Я пока холостой. Холостой? Да. Ну как, вы не посмотрели еще на Петрау, не собираетесь присмотреть? Собираюсь, но не на этот год, на следующий. Аллаверса. Ну, о чем ваши песни? Песни в основном о любви. О любви это не только вот, между мужчиной и женщиной, а о любви еще и к родине, к родному краю. Ну, вообще о любви у нас в основном песни. Эти молодые люди – студенты Казанского федерального университета. С первого курса в КФУ идет набор «Фольклорный ансамбль Салям». Он существует уже более 15 лет. И, по словам организаторов, именно сюда приходит молодежь, которая горит желанием открыть для себя под чутким руководством опытных наставников то самое сокровенное, что именуется душой народа. Сегодняшний день оно у меня в крови. Я это выросла с этим. Оно мне в душе, в моем сердце. В этом году ансамбль «Салям» представил свою новую концертную программу. Все эти песни были услышаны во время экспедиции по деревням, потому обладают исключительным аутентичным характером. В этом году ансамбль выступил на самой большой мировой сцене. А как же иначе назвать онлайн-площадку интернет? Возможно, в этом году пандемия внесла определенные коррективы в проведение массовых народных торжеств. Мы не смогли побывать на Сабантуе, не смогли увидеть воочию это уникальное обрядовое торжество, такое как Петрау. Но, как говорится, тот, кто хочет, тот ищет возможности, а не пеняет на причины. Для того, чтобы увидеть всю палитру праздника, нужно было просто войти в глобальную сеть. Интернет дал возможность каждому увидеть его здесь и сейчас. Все музыкальные и танцевальные номера, видео со всех концов республики и других регионов страны на протяжении всей прошедшей недели стекались именно сюда, в республиканский центр Кряшин. Каждый день центр, как говорится, выдавал на гора все то культурное многообразие народа. Каждый район, где компактно проживают кряшины, представлял свою культурную программу. Древние обычаи, танцевальные традиции, быт и уклад жизни своего народа. Это и есть Петрау. У нас уже 13 лет работает общественная организация. За это время накопилось у нас много и видеоматериала тоже. Как-то руки не доходили систематизировать ее, собрать вместе, проанализировать, доработать. И вот эта вот ситуация, она нам создала эту возможность. И теперь у нас есть видео, большая база.
Деревня Зюри Мамадышского района именно на Петрау 20 лет подряд становилась центром притяжения. Здесь 2 десятилетия гуляли с таким размахом, что иной раз превосходили даже казанский сабантуй. В отличие от праздника плуга, кульминация Петрау приходится на вечер, потому его называют ночным сабантуем. Именно на этой большой поляне Тырлау в окружении зеленого леса когда-то гуляли гости со всего Татарстана. Мы продолжаем изучать, мы у бабушек, пожилых людей стараемся что-то возобновить, что-то взять в репертуар фольклорных ансамблей. У нас много фольклорных ансамблей. Но народ не унывает и зазывает в гости на Петрау 2021 года, чтобы встретиться вновь в этот день, 12 июля, в том же месте, в тот же час. Эльзира Юзаева, Андрей Ключников и Андрей Корсинский. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.